Савелий Моисеевич, мы хотели к вам прийти, в тот раз хотели прийти, пришли, не получилось, вы сразу уезжаете, не получилось вас застать, и к Марату с тех пор с декабря еще не приходилось пойти. От лица всех гостей Петербурга, всей общественности, всей молодежи, от лица Всероссийской общественной организации Юзинат, руководитель Батрас Кучиев, он, кстати, с вами очень знаком, он когда узнал, что мы хотим вам грамоту сделать, очень нравилось, говорит, правильно делаете. Хотели вам учить грамоту, вы гордость нашей нации, Марат, и вы даете пример молодежи хороший. И, пожалуйста, нас примите вот такие грамоты, вот, на память будет вам и Марату на память. Главное, что внимание. Вот да, если позволите, Марат, один вопрос тебе, один вопрос к вам, Савелий Моисеевич. Марат, у тебя совсем недавно был бой в декабре, до марта 3 месяца буквально, да? У тебя раньше были такие случаи, что у тебя было побольше времени для подготовки. Самому тебе как комфортно, ну, какой промежуток времени, чтобы подготовиться, как ты себя чувствуешь и насколько у тебя будет отличаться эта подготовка, может быть, от других, какой-то, может, особенный подход у тебя будет к сопернику или так далее. Поделись, пожалуйста. Ну, там до Нового года расписание боев не знали. После Нового года ждали расписание, после Нового года узнаем, что в марте в Питере бои, и так как, ну, без меня, ну, можно провести, конечно, но им, конечно, полегче будет со мной проводить, потому что в Питере, как бы, меня уже знают хорошо. Из-за этого, как бы, они мне предложили, мне пришлось, поддержать лигу и выступить. Вначале мы предложили мне титульник с бразильцем, я согласился, и, ну, там что-то не срослось, то ли Фройс не готов, то ли что-то, короче, и решили мне найти нового человека, так как в карде, ну, так как у нас в весе все Джамалдаев больной, Фродо там, он уже дали соперника, и они решили нового найти, подписать нового, и вот мне предоставили сопернику 13-1, у него рекорд. Я говорю, давай, без разницы, мне, в принципе, без разницы кто. Пожелаем тебе удачи, Марат, Питер весь за тебя. В одном из своих интервью ты говорил, что никуда не едешь на сборы, что остаешься в Питере всегда, потому что Питер тебе ближе всего. Я думаю, Питер тебя поддержит. Вот. Кроме этого, у Махарбека, как видно, тоже бой. И тоже, я думаю, много с ним приедет, поэтому желаем вам удачи. Один вопрос для Савелия Моисеевича. Савелий Моисеевич, вы как бы человек... Давай сперва хочу поблагодарить. Давайте. За вручение этих грамот. Спасибо всем, и вам, и тем, которые вот вручили, которые нам грамоты. Так что, ну, это как бы мотивирует нас. Двигаться вперед. Да. Так что... Мы будем следить за вашими успехами тоже. Савелий Моисеевич, вы воспитали тоже многих чемпионов, я слышал. Вот чемпионов мира, чемпионов Европы. Воспитать, это какой труд? Больше труд спортсмена или больше труд тренера? Как-то вот, чья составляющая больше по-простому? Как вот вам кажется? Ну, трудится, конечно, больше спортсмен. Так, как бы вместе. Это одно целое. Тренер и ученик — это одно целое. Когда бывает взаимопонимание, это одно целое. Так что... Да, Марат, еще один вопрос про твою помощницу Татьяну Куку. Она всегда мелькает, она всегда рядом, помогает. Подскажи, пожалуйста, какую функцию она выполняет и как вы сработали с ней, что, что вот она вот так внезапно появилась, у вас так все хорошо получается, мне кажется, пару слов. Ну, Таня, она занимается вообще всем. Она отвечает на вопросы, кто на тренировке хочет прийти. Во время, там, когда я бью по лапам, воду поднести, там, капу поднести, помочь, там, убежать. Весогонка. Короче, она делает все вообще, чтобы я трудился, остальное все она помогает, чтобы я не терял время. Короче, и когда тем более я на весогонке где-то не могу, она берет все переговоры, вплоть до того, что переговоры с ACA, с матчмейкерами, с всеми делами она берет на себя. Ну, короче, фильм вот сейчас последний, что был с подготовки с Брандау, она сделала. Короче, она может все, и из-за этого она занимается этим. Я пытался подключить кого-то из близких, даже соседей, но очень сложно. Она очень много может, у нее золотые руки. Энергии много. Да. Марат, как думаешь, жениха найдем Василия Халашева, чтобы Василий ехал? Василий, поедешь жениться? Жениха уже есть? Да, ребята, и последний вопрос, Савелий Моисеевич, как спасибо? Я хочу сказать, что я даже боюсь, что она отнимет мою работу тренерскую. Так что смотри, при всех предупреждаю. Такой вопрос, пожалуйста. Как вы думаете, стоит ли или нет российским спортсменам ехать под нейтральным флагом на Олимпиаду? Ваше мнение, как тренер, как спортсмен, Марат? Я считаю, да, 100%. 100% под нейтральным флагом можно поехать. И нужно поехать, потому что многие, сами подумать, любой нормальный человек пускай подумает. С рождения, можно сказать, с 5 лет
занимается с 6-9 лет, занимается спортом всю жизнь. И сейчас у него шанс есть. И как можно у него этот шанс отнять? Ну, это, я думаю, что даже грех, если кто-то будет запрещать это. Нет, я думаю, что вот этот шанс, единственный шанс, нельзя, да, использовать, нельзя отнимать. Это же высота, это Олимпийские игры, это один раз как бы дается шанс, и нельзя отнимать. Мурат, ты поддерживаешь? Я вообще на эту тему не думал, это очень глубокая тема, но я всегда привожу пример Фадзаева. Он в 1984 году был в наилучшей форме, и Олимпиады не было. И он первый обладатель золотой борцовки, но он двукратный олимпийский чемпион, когда есть трехкратный. Это несправедливо. И я понимаю, что прежде чем сказать, не надо ехать, нужно подумать хорошо. Вот Фадзаев наглядный пример, он лучший, я считаю, что, но он двукратный. Из-за этого это может очень сильно отразиться на столько люди работают. Из-за этого это надо подумать, прежде чем такое что-то об этом сказать. Спасибо большое вам за вашу встречу. Пожалуйста, одну фотографию общую сделаем. И мы, наверное, ждем всех осетин, которые приедут болеть. Санкт-Петербургу передать им привет и пожелать им что-нибудь, чтобы они мотивировались к чему-нибудь. Пожелания Потому что Ледовиков. Они только могут плакать, на самом деле. Они, от них уже на самом деле. Надо вот промотивировать их, пожалуйста, чтобы они не сдавались. Вот они, ну, то есть вы всегда нас поддерживаете, каждый раз я вижу там. Так что просто чисто человеческое вам спасибо за поддержку. И нам всегда здесь бывает легче выступать, потому что чувствуем вашу поддержку. Так что и на этот раз тоже почувствуем. Будет, наверное, осетинский сектор, будет, да? А для Осетии будет сектор. Отдельно, как всегда. Так что спасибо вам за Спасибо вам большое, мы рядом с вами За всегда. огромную поддержку. Спасибо. Просто за огромную поддержку. Можно есть пару слов сказать, Татьяна? Для Осетин Петербурга, для в целом для Осетин. Пару слов. Что сказать? Моя Ну, дочь. все эти многие знают уже, наверное. Просто можете передать. Ну да, многие все знают. Всем огромнейший привет передаю. Топлю за Осетию, помогаю возносить флаг Осетии. Все, что могу сказать. Всем от души. Спасибо большое. Вам общее фото, пожалуйста, ребят, если можно. Давай. Можно выключать. Фотография. А можете общее фото сделать? Общее фото, пожалуйста. Ирина,